В деревне копают колодцы, например, да? А ты вот почему скважину решил бурить? Если с комы перевести, то получается бурва, хорошая вода. Ну, до упора воды. Осталось нефтяную скважину пробить. Вот семья, 37 лет, говорит, вместе. Пойду я по твоему участку прогуляюсь. Приехал, друзья. Да. Приехал, друзья, к знакомому старому нашему Николаю. Он тут бурит воду и скважину. А, тут не показывает ничего. Ой, это все далеко от меня. Так, несколько вопросов задам Николаю. Вот, почему он решил бурить? Может, скажешь, вот, ну, почему? Вот есть же, ну, деревни копают колодцы, например, давай. А ты вот почему скважину решил бурить? Ну, скважину решили копать, потому что верховая вода у нас плохая. Так-то вроде она светлая, но дает какой-то осадок. Ну, решили пока работаем. Возможности финансовые такие пока есть. Надо к старости готовиться. Решили Ну и, наверное, тоже, как говорится, наверное, тоже деревенские тоже, наверное, делают. Слышали же, ну, наверное. Делают, и я думаю, да, правильно делают, потому что верховая вода же у нас как бы еще там 3-4 метра колодцы, так она же навозная вода, то, что с дороги идет, это масло, мазута. Ага. А на глубине 20, 30, 40 метров там хоть уже какой-то через фильтр проходит. Решил бурить. Понятно. У меня глубина плавуна 12 метров. Вода плохая в этом плавуне, она вонючая. Понятно. А вот, ну, у тебя же колодец есть? Колодец есть, но у меня глубина колодца где-то 3,5-3 метра, наверное. Воды полную доверху, никакая засуха не мешает. Ну, так-то питьевая вода же. Питьевая пока пьем, но сутки постоит, осадок остается на дне посуды. В чем держишь? Так вроде приходит вода светлая, хорошая, а осадок потом оседает. Ну, потом как-нибудь еще расскажешь, какая вода получится, может, я тоже Какая внесу, получится, да? это уже через какое-то время. Жарко разделся, жарко. Ну, приятно. Хорошо, тепло на улице, Сейчас не жарко. Да. сейчас я поснимаю, как мужики работают, потом поснимаю немножко, я не буду снимать, у них тут с краю вот парник, но внутрь парника не буду снимать, там есть огурцы уже, сейчас цветет, янцикаден покоми, чтобы не сглазить, сейчас цветет, вижу, огурчики там уже, но я снимать не буду. И поснимаю, как выглядит участок. Да, я уже показывал. И, кстати, я же показывал твой дом уже. Помнишь, я весной-то приезжал. Многие похвалили. То, что, ну, дом красивый, действительно. Ну, там, я читал, вроде да. там в силовых структурах, говорит, работал, наверное. Ну, там всяких хватает, но... Там всяких хватает. Но вот человек, я говорю, он приехал, вернулся, он с деревни с этой же, с Нившеры, он вот работал всю жизнь. И вернулся, тянет на родину, как говорится. Да, трудовую деятельность провел в Сыктывкаре, потому что в деревне работы не было. И уже в то время, да? Да. Уже в то время. Ну, что была работа? Была лесопункт, был совхоз, или там лес валить, или же в совхозе что-то делать. А желания не было. Ну, И интереса в деревне нет. Нас было 6 братьев. 6 выросли, все разбежали, все работали свой рабочий период, молодой возраст. Кто в Владивостоке, кто в Сыктывкаре, все уехали, все разъехались. Под старость, не знаю, потом остальные вернутся. Сестра здесь, не в Шире сейчас, я здесь. Остальные пока в разъездах. сколько вас? 6 было, да? 6 было. А вот у нас 5 было. Но я так случилось, что все повзрослели, я один остался. И дома я один. Получается, я рос. Ну, там Виталий, брат, вот еще немножко как бы помню. А потом все уже взрослые были, все у них свои семьи, кто куда, кто уехал учиться, кто в город.
И получается, что нас 5, но рос я как бы один. Конечно, в деревне же еще. Я до 8 отучился, я ушел отсюда и очень доволен. Ну, и задним Но- числом даже вспоминаю то, что я рад, что я ушел после 8. вот я и- Выбрался с деревни. Я хотел вот как раз, как я с языка снял, что спросить, Да. жалеешь или нет, что Нет, уехал в нет, деревню? задним числом я очень, очень рад, что я ушел вовремя. И, Успел себя найти в городе. и еще такой момент, вот не жалеешь, что ушел, а то, что вот вернулся, тоже ведь, наверное, не, Не жалею. В Вот. итоге рабочий, молодой, активный период я отработал, поработал и бизнес строил в городе, а теперь на пенсию под старость вернулся обратно как бы в деревне. Здесь движение. Вышел во двор, свежий воздух, Мгм. дрова поколол, печку затопил, с самовара чай попил на улице. Прелесть жить. Пошел порыбачил, пошел в лес ходил. Вот такой Николай Михайлович. Ладно, пойду я по твоему участку прогуляюсь. Прогуляйся. Давай. Я вот поезжу, покажу их дворик такой. Очень культурненький. Мне, например, на коляске очень понравилось еще. Ну, то, что вот можно ездить. Он картофельный участок убрал, там культуры всякие посадил. Он там парничок, уже огурцы я видел. Там у него клубника открытая, укрытая, то есть. Все растет, все цветет. Вот. Вон там установка стоит для бурения скважины. Все четко, все красиво. Вон беседочка такая. Уши. Так. Вот такая скважина бурят. А? Сейчас я покажу это сначала. Установка такая вот. Почти как буровая. Ну, буровая есть она. Так.
Я отошел, друзья, но тут шумно, что-нибудь комментировать вообще бесполезно. Вообще. Вот такая установка на ЗИЛу 131. Такая буровая. Добирается до настоящей, ну, тут вот, говорят, вода не очень, ну, хорошая, которая наверху. И они пытаются добраться до, ну, поглубже, до чистой воды. Вот такая у Николая беседочка, тоже самовар, чай пью. Это хозяин, как деревенский военный пенсионер, устраивается потихоньку, ну, устроился уже, я уже показывал этот дом.
Идите. Видеоролик. Готов? Все равно потом перехватываться. Толкать нахуй. Иди. Пойдорон мукшеди. Кемига бичкиген. Пограшисында. Төрүт көлчишеди. Все, значит, уже колянли воджавашенца уже ловян колемай. Выбивайте, значит, тюрю битун да подля, там абы подема, значит, всем кислород знов так ишками. А мыкытся кислородты где? Ну, кидёс вернись, я течение урынды кола, да. Кенчи, ладно, я там почти гычит кочки мынды. Себя. Вот. Сам бери. Сам возьми. А только киен было, да. Аппарат не пустил. Позже на кого чувствуешь. Вдруг щепки дотай, но он останется. А чеге сейчас Чеки легко шаландится. Вот так по маслу курёны. Это вид пересушен уже кижим. Кижим одним. Это очень метров, очень Коли метра? метров. Да, вот так я щука кинем, надо. Сколько мы на метра возьмем? Да, чуть-чуть жарик. На кто труба на те же сустав? Не мои твои годы, да. Попей мою нахуй. Меня. Вначале годами я опытился, ему туда. Конечно. Вот такая фирма, так называется Бурва Строй. Если с комы перевести, то получается Бурва, хорошая вода. И действительно ребята добывают хорошую, качественную воду для питья. Обращайтесь, кто в Комы живет, и вот местные жители наши, и с республики все. Можете обращаться, обращайтесь. Хорошие
Ребята хорошие работники. Сам тоже, вот они сейчас отдыхают. Он в беседочке чай пьют с самовара. Сам тоже думаю когда-нибудь обратиться, потому что у меня колодец такая, техническая вода, только надо поглубже тоже. Чай пьют мужики. Вон такой беседочки. Добрались до воды. Сколько метров брали? 31. 31, вот говорят. Вот, а почему так вот, как бы вот речка-то уровень недалеко? Ну ладно, там вот где высоко там бурят и На уровне побольше. речки, наверное, метров 10, не больше. Еще больше будет надо. Да? Да, вот мы пробурили Старожевские там возле речки, да, прям возле речки. У них там 50 метров. Водонос идет с 36 и до 70. Везде по-разному, как бы. Тут у вас как бы везде пониже, вот поэтому как бы до 30, ну, до 31. А там сверху сколько? 40, да? 4 он говорил. Да. Потому что пониже, поэтому и это меньше получилось. Угу. Ну, до упора воды дошли. Как бы с 18 метров водонос пошел и до 31. Упор воды дошли, все. Выезжаете в любые районы, да? Ну, Комы, то есть. Классно Николай устроился. Там у него пруд где-то, но мне карасей не дает ловить. Осталось нефтяную скважину пробить. Карасей мне разрешишь нет половить? Ведро. А сейчас вечером приезжай. Вечером, говорит, приезжай. На вечерний клев, да. Потонем. О, вода. Ну, вот сдалека уже чистенькая показывает. О. Там еще будут, ну, наверное, качать много раз еще надо нужно, и потом совсем чистая будет. Глубины 31 метр получается, да? Ну и говорят, что попали, ну, напор, говорит, хороший. Да, Как правильно, я по... высота водяного столба где-то метров, сколько, около 13 метров, да? Водонос, слово забыл. Водонос, говорит, Где-то, да? попали, говорит, хороший водонос, очень хорошо. Все. Сейчас еще поснимаю. Вот семья. Марина, Николай. 37 лет, говорит, вместе. Им вот воду на участке делают, ребята. Вот, говорит, 37 лет, а Николай удивляется. Говорит, столько уже. Меня терпишь, да? Приехали на лето внуки. Такая беседочка, вот такие качели. Ну, классно тут у Николая. Короче, смотрю я на вас, друзья, и мне тоже охота такие качели, охота такую беседку. Вот. Вот. Ну, на этом, друзья, наверное, это видео буду заканчивать. Как всегда, уже всем до свидания. Вот такие моменты показал на участке Николая и Марины. А потом шумно здесь, и придется это. Видите, мотор там работает, и невозможно прям снимать. Вон Марина нянчится с внуком. Это же счастье. Погода прекрасная. Семья рядом. Нечего тут жить, как говорится.